В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Екатерина Карпухина и Алексей Соколов. Здравствуйте. Компания «Колмар» установила исторический максимум добычи угля. Об итогах работы в 2018 году угледобывающие компании рассказали на совещании с главой Якутии. МРОТ стал выше. В Министерстве труда республики озвучили цифры роста оплаты труда. Якутские ученые разрабатывают сверхпрочный биосовместимый полимер. На его основе планируется изготовление эндопротезов, которыми пациентам заменяют пораженные суставы. ДТП в Нерюнгри. Под колесами авто погиб мужчина. По предварительной версии, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Новая схема мошенничества. Якутский предприниматель оказался должен крупную сумму нескольким фирмам из разных регионов страны. Территориальный спор с налоговым контекстом. В Ленском районе вновь обсуждают границы Орта-Нахринского наслега, часть которого на Чаинде. Глава Якутии Айсен Николаев провел в Нерюнгринском районе совещание по вопросам финансово-хозяйственной деятельности угледобывающих компаний «Колмар» и «Мечел». Подробности встречи у нашего корреспондента Тамары Игнатьевой. Были заслушаны предварительные итоги деятельности предприятий за 2018 год и рассмотрены планы работ на текущий год. Так, компания «Колмар» в прошлом году был установлен исторический максимум добычи угля – 17 миллионов 850 тысяч тонн угля. Айсен Сергеевич отметил, что деятельность угледобывающей компании «Колмар» на территории Нерюнгринского района дает новую жизнь поселку Чульман, городу Нерюнгри. В ближайшее время этот угольный холдинг ставит перед собой задачу трудоустроить на постоянной основе более 5000 человек. В первую очередь должны быть наши местные кадры. И постоянная задача перед правительством совместно с нашими районами, совместно с компанией «Колмар» все-таки отрабатывать максимально по привлечению местного населения, его переобучения и его дальнейшего задействования в работе компании «Колмар». Компанией «Эльга-Уголь» на сегодня достигнута добыча угля объемом почти 5 миллионов тонн. Глава республики отметил, что для дальнейшего развития предприятия необходимо провести реконструкцию железной дороги. После успешного решения данной задачи появится возможность для дальнейшего увеличения добычи угля и будет рассмотрен вопрос создания на территории Эльгинского месторождения отдельного населенного пункта. Эти планы включены в стратегию развития республики до 2032 года. Сегодня мы договорились с руководством «Мечела» о создании в ближайшее полугодие, первое полугодие 2019 года дорожной карты, в создании которой примет участие и правительство, и администрация Нерюнгринского района, а также руководство «Мечела» и «Эльга-Угля как раз по созданию такого постоянного поселка на данном месторождении. Тоже очень важный вопрос, который, конечно же, требует значительного, такого серьезного изменения отношения и республики в том числе к деятельности данного предприятия. В целом, Айсен Николаев остался довольным работой угледобывающих компаний по итогам 2018 года и подчеркнул, что в случае реализации согласованных с республикой планов уже в ближайшие годы по добыче угля можно выйти на объемы за 20 миллионов тонн. А в течение следующих 5 лет возможно наращивание объемов добычи угля до порядка 30 миллионов тонн. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутии могут создать дочернюю структуру «Газпрома» для работы на Чаиндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Создание нового предприятия даст возможность трудоустроить большее количество местных кадров в компанию и обеспечить полный контроль за соблюдением экологических требований. Об этом сообщил премьер-министр Якутии Владимир Солодов. По словам главы Кабмина, согласие «Газпрому» уже получено. Необходимое создание дочерней структуры обсуждали давно. Условием является достижение численности сотрудников в 1000 человек в силу серьезных особенностей добычи и транспортировки газа в Якутии. Кроме того, Солодов добавил, что начало работы Чаиндинского нефтегазоконденсатного месторождения и запуск трубопровода «Сила Сибири» планируется в этом году. Тем временем вокруг Чаинды вновь поднимается территориальный спор. Жители Орта-Нахринского наслега Ленского района выступают за увеличение границ муниципального образования. Предлагают, чтобы треть территории Улуса отошла к ним. Однако в местной администрации говорят о последствиях разграничений. Район лишится значительной части средств – 135 миллионов рублей. Эта часть поступлений НДФЛ от Чаиндинского месторождения перейдет в бюджет Орта-Нахринского наслега, а он, в свою очередь, начнет платить
оплатить отрицательный трансфер. Потеряют поддержку и другие наслега. В рамках дискуссии в Ленске прошли общественные слушания по разграничению территории. К слову, участники мероприятия, представителей претендующего на территории наслега, не дождались. Если же будет осуществлено вот такое вот разделение, да, там получится, что 600 человек, обезжирят, так говоря простым языком, десятки тысяч человек. При этом на районной власти останется забота о школах и о многом другом, да. И возникнет угроза того, что малокомплектные сельские школы будут просто закрыты. Возникнет множество других угроз, потому что бюджет станет дотационным, на все уже будет нужда нам, обращаться, согласовывать все с Министерством финансов. Это значит, что у нас накроется, говоря опять же простым языком, понятным, у нас накроется проект физкультурно-оздоровительного комплекса, у нас накроется детская школа искусств. У нас много что не реализуется, сразу под угрозу встает. Повышение минимального размера оплаты труда в 2018 году способствовало росту среднедушевых денежных доходов на 4,8%, реальных располагаемых денежных доходов на 0,9%. Об этом сообщили во время коллегии Минтруда Республики. Вместе с этим 1 января этого года произошло очередное повышение МРОТ в стране. В Якутии для работников бюджетной сферы с учетом районного регулирования при наличии полной северной надбавки за работу в районах Крайнего Севера его размер составит до полярного круга 28 200 рублей, за полярным кругом 31 584 рубля. Будет проведен комплекс мероприятий по сбалансированию структуры заработной платы в части повышения окладной ее части в целях повышения так называемой гарантированной части заработной платы через пересмотр неэффективных стимулирующих выплат. В России сегодня запускают систему быстрых платежей. Она позволит физлицам отправлять и получать платежи со счетов и на счета в любых российских банках. Оператором, а также расчетным банком системы является Центральный банк страны. Роль операционно-платежного клирингового центра исполняет национальная система платежных карт. В 2019 году все переводы будут осуществляться бесплатно. С 2020 года комиссия будет составлять от 1 до 6 рублей. Объем произведенной в Якутии сельхозпродукции в 2018 году составил 26 миллиардов 400 миллионов рублей в денежном эквиваленте. Индекс производства 102,3%. Динамику роста обеспечили за счет значительного увеличения производства продукции растениеводства на 10,6%. Но в то же время из-за сложной зимовки в прошлом году поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,5%. Это отрицательно повлияло на динамику надоя, молока и производства мяса и птицы. В этом году Минсельхозрегиона планирует уделять больше внимания на развитие племенного дела и осеменению. Крупный рогатый скот на 1 января 2019 года 184 тысячи голов, лошадей 178 тысяч голов. Это снижение, конечно, имеется. С учетом этих проблем в 2019 году мы сейчас уже составили план работы, как увеличить поголовье лошадей, табунного коневодства и крупного рогатого скота. И в этом плане по животноводству мы должны усилить работу по племделу и по осеменению крупного рогатого скота. 1 февраля – знаковая дата для всей сети интернет. В этот день заработают новые стандарты протокола ДНС – системы доменных имен. Некоторые пользователи опасаются, что сайты многих компаний и госорганов из-за этого будут работать с перебоями. Институт развития интернета сообщил, что работа сайтов госорганов и банков, не поддерживающих новый стандарт, с начала февраля остановится и станет недоступной по всему миру. Но, как отметил гендиректор аналитического агентства Telecom Daily, тема преувеличена, так же, как в свое время проблема 2000, когда многие компании тратили огромные деньги, чтобы исключить потерю данных при переходе в новое тысячелетие. Это не затронет частные компании, поскольку они следят за подобными ситуациями. Перебои, возможно, могут быть у государственных сайтов. Ну а сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. ДТП в Нерюнгри. Под колесами авто погиб мужчина. По предварительной версии, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.
Новая схема мошенничества. Якутский предприниматель оказался должен крупную сумму нескольким фирмам из разных регионов страны. Бонус-малус, возраст, стаж, а также тарифный коридор. Новые правила работы системы ОСАГО. Какие изменения ждут автовладельцев? Это итоги дня на Якутия-24. Мы продолжаем. В Нерюнгри машина насмерть сбила мужчину. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером на въезде в город. Водитель, управляя автомобилем Toyota Ractis, двигаясь в сторону железнодорожного вокзала, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате происшествия 48-летний мужчина от полученных травм скончался в реанимационном отделении Нерюнгринской центральной районной больницы. Водитель в момент происшествия был трезв. Наезд произошел в темное время суток. На одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы. Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы. Госавтоинспекция напоминает, что согласно правилам дорожного движения, пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по обочинам. Украденная с Третьяковки картина найдена. Подозреваемый в хищении задержан. Напомним, что произведение искусства картина «Айти Петри Крым» русского художника Архипа Куиджи была похищена накануне в Москве. Подробности в материале Дмитрия Тымырова. В воскресенье 27 января в Третьяковской галерее неизвестные лица за пару минут совершили кражу картины «Айти Петри Крым» русского художника Архипа Куиджи. Она была написана в период с 1898 по 1908 года. Картина была украдена прямо на глазах посетителей. Все до последнего думали, что полотно забрал работник музея. Организаторы выставки узнали о краже только через 20 минут. Преступник подошел к картине, решительно снял ее со стены, зашел за колонну, вынул полотно и аккуратно положил рамку на пол. Посетители подумали, что это работник музея, и ничему не удивились. Пропажу обнаружили лишь спустя 10 минут. При этом сотрудники музея не сразу вызвали полицию, что дало преступнику время легко покинуть галерею. Согласно сведениям на портале госзакупок, экспонаты временной выставки Архипа Куиджи в Третьяковской галерее были застрахованы якутской компанией «Стерх». Нам поступило устное уведомление о том, что и через СМИ уже видели, что произошла кража в Третьяковской галерее картины Куиджи, Айти Петри, которая у нас была застрахована при транспортировке. Сам риск от кражи противоправных действий третьих лиц не был нас застрахован. Согласно документам, в числе застрахованных экспонатов 161 произведение общей страховой стоимости более 3 миллиардов рублей и 15 миллионов долларов. Из них только 5 картин были застрахованы от кражи, пожара и других страховых случаев. В этом списке картина «Айти Петри Крым» не числится. Всего картин была застрахована 161. Из них при экспонировании только всего 5 картин. Полный пакет рисков, да. Сотрудники МВД совместно с ФСБ России по горячим следам задержали подозреваемого в поселке Заречье Московской области. В сети появилось видео момента его задержания. Он рассказал, что похищенную картину спрятал на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Там и полотно было обнаружено. Напомним, это уже второе крупное ЧП, произошедшее в Третьяковской галерее за последние 8 месяцев. В мае прошлого года вандал повредил полотно Ильи Репина. Иван Грозный убивает сына. Сейчас картина до сих пор находится на реставрации. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Якутский предприниматель оказался должен крупную сумму нескольким фирмам из разных регионов страны. Бизнесмен получил более десятки исков, по которым с него требовали возместить от 10 до сотен тысяч рублей за невыполненные обязательства по контрактам. Однако сам якутянин уверяет, что договоры с компаниями не заключал. Что это? Новая схема мошенников? И стоит ли опасаться другим представителям бизнес-среды? Узнавала Саргалан Захарова. Предприниматель из Намского района оказался должен крупную сумму сразу нескольким компаниям в разных регионах страны. В общей сложности долг составил больше 1 миллиона рублей. Причина – бизнесмен не оплатил доставку товаров по заключенным контрактам. Однако сам бизнесмен узнал о существовании договоров с компаниями только несколько дней назад, когда получил ряд исков в свой адрес. Причем в этих договорах проставлены и печати, и подписи, хотя это не настоящая печать предприятия, не настоящая подпись.
о якобы поставленной продукции, причем спектр продукции там варьирует там, от промышленных товаров там, до продуктов питания. Схема стара как мир, говорят в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей. Все реквизиты предприятий можно найти в свободном доступе в интернете. Оформить договоры еще легче. Печать, подпись и Иван Иванов из богом забытой глубинки. Счастливый обладатель тысяч матрасов или подушек. Но груз он не получит. И о том, что должен денег за поставку товара, узнает только из судебного иска. Необходимо с каждым, получается, исковым заявлением отрабатывать, потому что если судебное решение вступит в законную силу, то будет выдан исполнительный лист, и его нужно будет исполнять. А потом, после вступления в законную силу решения суда, его очень сложно будет отменить. Выбирают жертву мошенники вслепую, рандомно, чьи реквизиты окажутся в следующий раз в их руках. Не предугадать. Пока в Якутии это единственный зафиксированный случай, но их может стать больше. Главное – вовремя обратить на них внимание. Сарглана Захарова, Григорий Николаев, Якутск. Специалисты рассматривают две предварительные причины задымления на руднике в Якутии. Инцидент мог произойти из-за курения в неустановленном месте или короткого замыкания. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона. Напомним, что сегодня утром на руднике Бадран в Ямиконском районе произошло задымление. 37 человек пришлось эвакуировать. Никто не пострадал. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Якутии превысила эпидемические пороги в 2 раза, а в Якутске в 2,7 раз. Из числа заболевших ОРВИ 82% приходится на детей до 14 лет. Среди них наибольший удельный вес составляют дети, посещающие школьные образовательные учреждения. Доля вирусов гриппа составила 37,9% от числа положительных проб. Напомним, что в школах Якутска объявлен карантин до 1 февраля. Банк России совместно с Минфином разработали комплекс инициатив, направленных на повышение доступности полисов ОСАГО и формирование справедливых индивидуальных тарифов. Изменения уже вступили в силу 9 января этого года. Они коснулись коэффициентов, бонус-малус, возраст-стаж, а также тарифного коридора, рассказывает Александр Зубехин. Теперь границы базового тарифа ОСАГО расширены на 20% вверх и вниз. Например, для транспортных средств физических лиц категории Б и БЕ минимальное значение с 3432 рублей снизилось до 2746 рублей, а максимальное возросло с 4118 до 4942 рублей. Они все равно делают так, чтобы как можно хуже народу сделать, и все. Лишь бы карманы опустошить у людей. Пока рано говорить, еще не покупал, не видел. Система коэффициента возраст-стаж стала более гибкой и детальной. Вместо ранее действующих 4 категорий водителей теперь стало 58. Для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа коэффициент теперь равен 1,87. А для наименее рискованного сочетания, то есть для автолюбителей старше 59 лет со стажем более 3 лет, коэффициент уменьшится почти вдвое и составит 0,93. К примеру, если автовладельцу 50 лет и стаж вождения у него 10 лет, то он заплатит меньше, чем его коллега с аналогичным стажем вождения, но если он в возрасте 30 лет. С увеличением стажа человек будет более опытный и более лучше умеет ездить. И с этим я согласен. Поэтому да, это надо учитывать. Да, это нормальное нововведение. Я считаю. Изменения коснулись и коэффициента бонус-малус. Этот коэффициент предоставляет скидку за безаварийную езду. Теперь автовладельцам ежегодно 1 апреля будет назначен один коэффициент бонус-малус. В течение года меняться он не будет. Раньше этот коэффициент рассчитывался по мере истечения срока договора ОСАГО, а сейчас дата заключения не будет играть определяющую роль. По состоянию на 1 апреля 2019 года коэффициенты будут рассчитаны, и если у автовладельца на момент расчета коэффициента несколько значений заведено в систему, то ему будет присвоен коэффициент с наиболее низким значением. В следующих 2 этапах реформы будет решена судьба коэффициента территории и мощности. По итогам всех изменений опытный и безаварийный водитель будет платить меньше, чем неопытные, использующие агрессивный стиль вождения и часто попадающие в ДТП. Поэтому якутяне получают дополнительный экономический стимул для того, чтобы изменить стиль вождения и, соответственно, снизить стоимость индивидуального полиса ОСАГО. Александр Зубехин, Григорий Николаев, Якутск. В Алдане подвели итоги года волонтерства и добровольчества. 2018 дал стимул развитию волонтерского движения, и деятельность добровольцев набирает обороты. Планами волонтеры поделились и с нашими корреспондентами.
В Алданском районе завершился год волонтерства и добровольчества. Год, выведший на арену тех, для кого делание добра во благо ближних является смыслом жизни. Бескорыстие и помощь, однако, не заканчиваются. Движение набирает обороты. Число желающих помогать людям растет. Мы будем также продолжать. Планируем объединение всех наших волонтерских организаций уже в этом году. Будем с удвоенной силой, думаю, работать, продолжать. В 2018-м интенсивное образование отрядов волонтеров началось при среднеспециальных учебных заведениях. Так в Алданском политехникуме появился клуб «Доброволец», собравший под своей сенью несколько десятков студентов. В клубе, считают активисты, они организуют свою деятельность с максимальной пользой. Покоряем и любые высоты. Главное – определить цель и начать действовать. Да, я по-прежнему остался в своей организации, при этом присоединился еще к одной, как называется, «Все в наших руках». Год волонтеров закрыт, да, мы прошли очень большую работу, проделали, совершили много добрых дел, но при этом факте наша работа не заканчивается. Автопробеги, социально-правовые игры, общественно полезные акции. На счету волонтеров сотни добрых дел. Особое внимание студенты уделяют пропаганде здорового образа жизни. Эта задача для волонтеров приоритетная. Благотворительные традиции в техникуме давние и крепкие. Сегодня без участия студентов не обходится ни одно мероприятие. В мыслях у меня пока набрать более волонтеров, потому что все равно с некоторыми проблемами своими мы не справляемся. То есть нужно призывать школьников, студентов к этой работе, и у нас все тогда получится. Общество волонтеров при Центре поддержки семьи и молодежи образовалось без малого 3 года назад. Подростки и молодые люди работают как с общественными организациями, так и напрямую с жителями района. Активное участие юноши и девушки принимают в мероприятиях в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята убеждены, волонтер – это не статус, а характер. Мы также спортивное волонтерство, событийное. Но сейчас в связи с тем, что у нас год изменяется, будет год культуры, мы будем культурное волонтерство тоже развивать. Год волонтерства раскрыл мощный потенциал активности, энтузиазма и креатива у алданской молодежи. Деятельность активистов-добровольцев сплотила алданцев и сделала детей и взрослых более отзывчивыми. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Дзюдоисты удачного вновь вернулись с победой. На этот раз с международного турнира, который проходил в 37-й раз в Старом Осколе. В нем приняли участие около 800 человек. Якутию представили двое воспитанников удачнинской секции дзюдо – Анастасия Леонтьева и Ярослав Щеглов. В чем секрет успеха ребят, узнавала Ирина Балкова. Не успели отгреметь праздничные салюты и вновь работа над собой, многочасовые изнурительные тренировки. Ведь впереди ребят ждали выступления на международном турнире. И как результат заслуженное 3-е место. Я думаю, это один из наиболее трудных уровней, на котором я пребывал. Это уровень, более похожий на уровень Санкт-Петербурга и очень высоких турниров. Очень достойные соперники. Ребята подготовленные, можно сказать, заряженные. Литва, Беларусь, Украина, Казахстан, Абхазия, Россия. Всего 16 команд, а это около 800 человек. Приняли участие в турнире по дзюдо. Нашу республику представляли двое спортсменов из удачного. Воспитанники Николая Диденко, Анастасия Леонтьева и Ярослав Щеглов. Мы исходили из возможности накатать возраст «Дети Азии», именно 2004-2005 год. Конечно, в финансовом плане мы не смогли еще таких же ребят повести. Ну и потому на них выбор, как на Ярослава, то, что он плюс 73, в принципе, всегда тяжи были, как единоборцы, приоритета. Соперники были достаточно сильны, отметил тренер, но все же Ярославу удалось подняться на пьедестал. Понимаете, Анастасия, к сожалению, проиграла в первой схватке. И та девочка, которая с ней боролась, не смогла ее протащить за тройку. Ярослав достойно стартанул, 3 схватки выиграл чистую. В 4-й за выход в финал, к сожалению, боролся с местным парнем. Приоритет отдали местному. Ну и за троечку тоже с местным боролся, но уверенно выиграл и занял 3-е место. А вот на вопрос, в чем секрет успеха, Ярослав ответил. Очень сильно зависит от настроения тренера. Он очень помогает мне сильно. Я даже думаю, уже бороться без него я не могу. Как помогает? Ну,
как он подсказывает техники, приемы, которые на том или ином человеке можно понимать, чтобы добиться победы. Впереди у дачинских дзюдоистов большие планы, но, пожалуй, самая главная цель – это подготовка и участие в международных играх «Дети Азии», которые пройдут в июле в 2020 году в Монголии. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Телеканал «Якутия-24» продолжает следить за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и удачи вам.